Трагедия, унесшая жизни 39 человек, не оставила равнодушным никого. Новость о случившемся в канун Нового года облетела всю страну. Рамзан Кадыров выразил соболезнования магнитогорцам на своих страницах в социальных сетях. Чеченский народ с болью и сопереживанием воспринял трагедию Магнитогорска. В канун Нового года погибли и пострадали люди. Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым. К народному мемориалу Безмолвного вот уже 11-й день подряд приходят люди со всей страны. В числе первых по поручению главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Магнитогорск выехала чеченская делегация во главе с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулатом Умаровым. Жест дружбы и сострадания тем, кто попал в беду. Чеченский народ в очередной раз доказал, что для него чужой трагедии не бывает. Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова поможет раненым и семьям погибших. Я встретился с представителями власти области, с министром по социальной политике Никитиной Татьяной Евгеньевной, тех списков пострадавших. Встретился с главой города Бердниковым Сергеем Николаевичем, который тоже дал мне дополнительную информацию. Поэтому общие списки, они сейчас составляются, и намечен план на ближайшие 2, может быть, 3 дня. Значит, план наших действий по оказанию всей необходимой помощи от регионального общественного фонда имени Героя России, первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации сейчас находится в Челябинской области. Он также посетил пострадавших в больнице и передал слова соболезнования от Рамзана Кадырова. Ни одна из этих семей без нашей помощи, без нашей лепты, и не только теплыми словами, а конкретными средствами без внимания не останется. Обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске по официальной версии произошло в результате взрыва бытового газа в ночь на 31 декабря. Разрушенными, как карточный домик, оказались 48 квартир, в которых проживало от 100 до 120 человек. За этой трагедией кто с экранов телевизора, кто на месте, наблюдала вся страна. В тот же день президент Владимир Путин экстренным визитом прилетел на место, чтобы обсудить план действия и лично встретиться с пострадавшими. Спасательная операция длилась 4 дня. Всего из-под завалов извлекли 39 тел. Настоящее новогоднее чудо. На 4-е сутки поисков спасатели находят 10-месячного Ваню. На морозе малыш провел более 30 часов и выжил. Кроме финансовой поддержки семьям погибших и пострадавших, фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова готов помочь с транспортировкой раненых на лечение в другие регионы или за рубеж в случае необходимости. Добавлю, этот вопрос находится под личным контролем главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Хава Адила, Магомед Закаров и Юсуп Успанов. Новости.